Владислав Владимирович Николаев пендедығы жер Аладыватымыз шулда Шербю районинже Селескер ялінже вырыс Чеваш шемгенже журалына. Пилік шулда жүхне аша амыжыбе шубашқара бұса келіне. Балақ Чевашла гласса үсмен. Шкулда врене жүхнех марка, открытка, орден, медаль бұқса коллекционер бек палырны. Шак турдым халите бұрынын. Эш биография Байкалба Амур магистралінжен бұшланна. Кайран Чеваш патшалық педагогика институтен унер факультете, ондан ювелир эжехеле. Ажа жүхне орден медаль бұхны ағал бұлман. Хойде думадыдын навзене. Ага Хамыр республика бұшлыген ядарлы баллыне, Чеваш республики умінже тавадивишле эссемжен ордена, нумай жыл пірле бұрынза, ачи пыдене числы юстерне мыжарзене бараган юрадуба шанджиклықшын ордена да выл хыялы беді садуна. Россия Федерации тавадивишле художники, Чеваш халық художники. Хажыбери пушпарапан жапса жүрение е керегарге еваласаларны вағытра, тепри тыдатте, шакна ептумазан кам даваттезе, ишне шавыртаратте хурать. Малдан еца едайме жеклембек туйынныскер, эше вара чип-чиберех пулзадугать. Турубаны асталықпа пілзе усугураганшин терелех пулчал. Владислав Николаев асталықе прыгей келендермес. Ювелир, медальер, геральдист пулза ишлесе выл педем числа яда девишня. Анжақта прегенже иргене пачах урықшын болза вранзагайны. Күн бірге выл хой каласа паря. Выл Чевашла тенжеш време бұшланы бе, калажа өмір вырысла бұля. Весьма примечательно смотритесь в этой рубашке. Откуда она? Специально для вас? Рубашка – мечта всей моей жизни. Это вообще-то очень хотел в свое время такую, по молодости, когда был молодой, джинсовую рубашку. Тогда это был дефицит. А когда уже состоялся, просто мне захотелось именно из того материала, который у нас здесь существует, именно такую холст, да, именно такую рубашку, чтобы мне сшили. И вот, когда мама умерла, я не знал, где найти холст такой, в принципе, в городе. Искал, не нашел. Оказывается, дома несколько рулонов лежало у матери в этом шифонере. Я ж не лазил, когда вот она умерла. Вот я, это же все домашним способом сделано? Это же еще, не знаю, с тех времен, когда она была молодая. А раньше же вообще на этом материале хоронили, и несли гроб, а потом куски раздавали. И, видать, мама еще приготовила, все это готовилось. Вот я вот сейчас... А рубашку шила мне Люся Болтаева, моего друга, жена. Очень хорошая. Мне очень нравится эта рубашка. А здесь соблюдены все правила, вся символика, конечно, которая должна быть на мужских рубашках, да? Ну, в принципе, здесь знак огня. Знак огня и воздуха. Как бы вот это красный, и такой очень... Ну, по роду деятельности, я понимаю, вы сейчас все защитные знаки на женских, мужских рубахах изучили. Я, если честно, я это очень изучаю на серьезном таком уровне, очень музейные, вот всевозможные эти работы. Ну, дело в том, что вообще орнаменты, их у многих народов очень много. Они, все знают о них вроде, но... они вообще не расшифрованы. Это вообще такая магическая система передачи информации и знаков с древности идет. Ну, каждый ее, в принципе, как-то расшифровывает по-своему немножко. Ну, общая, конечно, тенденция идет, общая, а вообще у каждого человека своя расшифровка. У меня своя. Она как-то идет в своем таком плане. И вот, когда я делаю вот сейчас вот новые вот эти главные уборы, я там и включаю как-то свое понимание этих знаков. Хотя я это очень все изучал. А вот
Я понимаю, что у вас какое-то перерождение произошло в какой-то момент вашей жизни. Да. Что ваше сознание переключилось вот именно на эти вещи, на расшифровку, на познание историческое, в историческом разрезе все это тоже понять. И на современность, что называется, спроецировать. Я раньше очень спокойно, хорошо жил. Довольно-таки состоятельно. Потому что занимался простой ювелиркой. Я достиг очень больших высот. Я могу делать, ну, как объяснить? Вообще художник-ювелир, что такое художник-ювелир? Это такая специальность очень сложная. В чем она заключается? Потому что вообще вот ювелирку делают в организациях, их каждую операцию делает отдельный человек. А художник-ювелир должен все операции делать блестяще сам. Я владею всеми, любые камни могу стать, эмали любые делать. И практически очень много заказов делал. И мне на реставрацию из Москвы со всех сторон присылают и по сей день. Вот, особенно реставрацию орденов там, с эмалями. Потому что там паять надо, там сложная технология. Что хотел сказать. И я практически ювелирку могу делать любую. Под любой стиль. Там барокко, рококо, там модерн. Любые... под Фаберже, под Картье, под что угодно. Не отличить. Да. Ну, как не отличить? Ну, под них как бы вот по мастерству. Но, занявшись народным искусством, сейчас я понял, что самое высшее, самое сложное – это, оказывается, народное искусство. Потому что народное искусство, оно трансформировалось и кристаллизовывалось еще веками. И под это вот народно сделать работы как бы вот под вот этот народный стиль, ну, чтобы соответствовало, очень сложно. И для меня это вот сейчас вот в определенном в этом возрасте это очень тяжело далось. И в то же время вроде как бы легко в том отношении. Я к этому шел 15 лет. У меня есть друг Николай Михайлович Барклаев. Ну, мы совместно работаем много иногда, вот, и мы все время беседуем. Он единственный человек, он супер гравер, художник-гравер, а я ювелир. И у нас с ним тем для разговоров очень много. И он все время мне: Владислав, когда ты начнешь народное? Когда... Вот 15 лет он мне: надо народное. А я думал, ну что такое народное? Мне, понимаешь, я просто так подходить поверхностно не хотелось. А глубинно изучать, я изучал все эти 15 лет, а глубинно не могу. Вот, ну, не это думал. И при этом, представляешь, полгода назад, ну, 4, я проснулся в 4 ночи от того, что мне предки всунули в голову это озарение, что такое народное должно быть. И? Я понял все. У меня сразу открылись вот так глаза. Я разбудил жену, я ей что-то начал рассказывать. Она ничего не поймет. Что я хочу вообще? Ты понимаешь, вот не поймет просто. Я ей рассказываю. Ну, она, наверное, подумала, ну что, очередной раз поговорил, там что-то наговорил, ушел. А я заболел, я с утра побежал. Там уже на разведку, где бисер покупать. Понимаешь, элементарно разделил историю своего народа на 2 части. До Ивана Грозного, Сувара-Булгарскую, и после Ивана Грозного, Сувара-Чувашскую. И у меня все разложилось по полочкам. И теперь я это вот... И самое вот еще что. Понимаешь, я вот еще одна... такая, как бы вот, я не знаю, как назвать, вот уже теперь, наверное, просто все-таки вот у меня предки вот это заставляют, наверное, так работать, делать, потому что, вот, получив народного художника Чувашской Республики звание, вроде как-то вот, ну, люди, я смотрю, получают и нормально живут. Я получил, и я заболел. Мне вот захотелось, мне просто патологически захотелось что-то сделать для своего народа, для Сувара Чувашского. Понимаешь, вот это какая-то... Получилась такая... Просто я не знаю, я не знаю, как будто я вот завтра умру, и мне вот до этого надо вот что-то сделать. И вот озарение, понимаешь, в чем оно? Я ведь ювелир, вроде все время вот для женщин в основном работаешь. И я осознал такой вот после того, как
При Иване Грозном нашему народу запретили работать с металлом. Ну, не только, и мордве, марийцам, всем. И мы только сельское хозяйство перешли. У нас потерялся пласт вот этот культуры, это вот ювелирка для женщин. У всех народов есть. У кавказцев есть, у азиатов есть, у татаров даже есть своя ювелирка женская. У наших женщин нет. И вот у меня сейчас вот просто... Чисто национальное вы имеете? Да, чисто с национальным уклоном. Я не знал, как к этому подойти. А сейчас я понял, и вот это меня, как сказать, вот хочется именно сделать вот для наших женщин, чтобы они имели свою ювелирку. И вот я разделил вот эту как бы на две половинку историю. И сейчас начал делать, я полгода работаю как на каторге, с утра до ночи. Думаю, я только этим занимаюсь, слава богу, жена мне это разрешила. И я сейчас делаю две половинки. Одну я делаю художественную ювелирку, но на основе орнаментов, оберегов суваро-булгарского времени. Там блестящая ювелирка была. Она, там такие технологии, ткань, зелень, чернение и камни. И вот сейчас, беря за основу вот эти всевозможные орнаменты, я делаю как бы вот образцы. Сейчас пока только занимаюсь образцами. Вот на основе суваро-булгарского вот, периода нашего, профессиональную нашу вот сейчас современную ювелирку. Вы копируете при этом, или там ваше творчество тоже присутствует? Абсолютно. Мы как копируем? Мы просто берем те элементы пряжек, оберегов, всевозможных подвесок, пуговиц, орнаменты тех времен, и перерабатывая их в современном таких вот каких-то вот современные вот современность как-то, более, чтобы они были современными. И вот перерабатываем. Мы не копируем. Мы берем за основу те всевозможные технологии и орнаменты. Я хочу поднимать два направления. Это вот реконструкция и после Сувара-Чувашской, после Ивана Грозного, и современную ювелирку на основе суваро-булгарских элементов и технологий. Она будет современной, там будет использовано, у меня уже есть эти варианты. За основу взял, вот есть такая элемент такой у наших украшений. Вот у Сурбан-Шаки, Шульгиме, там обязательно такой треугольник с кругом. Если это вот, она вообще называется или ама, или турпалы, как бы знак, Божий знак. И вот я за основу вот этих будущих украшений взял как раз вот этот элемент. Конечно, можно показать. Мы уже сделали очень много. Мы делаем сейчас скелет будущих украшений. Мы варианты, разнообразные варианты делаем. А это ведь, я прошу прощения, перебиваю, очень символично, вот не убегая далеко от того, что мы только что вот сказали, что мы перестали носить то-то, то-то, и мы потеряли защиту Бога. Да. В принципе, вы хотите вернуть сейчас эту защиту.
Вообще, через украшения, вообще да? вот этот элемент, девочки особенно, это женское украшение. Вообще все основные, все обереги, у нас же главное в жизни женщины. И все обереги, начиная от украшений, орнаментов одежды, всевозможных подвесок, это все в основном обереги женские. Они, у нас же очень много было и нагрудные киске всевозможные орнаменты, и везде, каждая сторона, спина, живот, все было защищено оберегами. И вот я считаю, что вот этот элемент, он, конечно, должен быть очень, он действительно связан, вообще сам этот элемент, он идет еще с Египта оттуда. Еще там есть на рисунках. И по сей день у наших женщин вот как раз они были. Ну, уже, конечно, в таких материалах не бронза, литье, там всевозможные. Но очень интересные орнаменты. А вот вам как мужчине кажется, что наши женщины сегодня незащищенные? И в чем это выражается? Абсолютно. Абсолютно незащищенные. Понимаете, понимаешь, это какого? У нас абсолютно пропала система оберегов. Она же вроде в наш просвещенный мир мы считаем, ну вот, что там, старинный, там, вот почему она меня не оберегла, вот я заболел. Это, ну, понимание современной такой, как сказать, современное понимание человека примитивно. Он думает, что он много знает, ему вот прямо вот сейчас надо. А это все идет с древности, с глубочайшей древности. Тогда были люди не глупые тоже. Сейчас выясняется, он смотрим много Может передач. быть, как раз отнюдь не примитивные. Да, вот именно. И всевозможные обереги, они, конечно, действуют не в лоб вот так, не в лоб, а все равно система орнаментов, она по сей день не изучена. Это величайший шифр, я не знаю, вот особенно вышивки всевозможные, орнаменты, ведь солярные знаки, крест, звезда, все это квадрат, это все знаки мирового космоса практически. И на основе этих знаков мы много чего не знаем. И вот я, конечно, не претендую на роль того, что вот я сейчас начну делать, но доля правды в этом есть, потому что есть много потустороннего. Я с этим сам много сталкивался и знаю, потому что я хочу, чтобы наши женщины были как-то, может быть, вот, нося вот эти всевозможные старинные, как бы реконструированные вещи, как-то имели какую-то определенную... Очень удивительно, конечно, видеть и понимать, что все это сделано мужскими руками. Вышивка бисером – это ведь кропотливейший труд. И я никак не могу представить вас за этой работой. Это вот начало 6-й работы. Это будет очень интересная работа. Это пока основа только бисерная. Ну, что, вот когда в голову пробьет, когда предки заставят, любой человек научится. Есть такой фильм, как же называется, там про доцента. Когда там что-то спросили, он, доцент заставит. Что-то такое помню. Это вот предки заставят, будешь делать все. Если предки тебе дадут. А насчет предков у меня очень серьезное отношение.
Нет, они все-таки заставляют говорить или предлагают выбор? Дело в том, идти по этому пути или нет? Дело в том, что это мое опять мнение. Есть такое... Раньше в старину в каждом доме практически стоял столб, а у нас система столбов юба у нашего народа очень сильно была развита. Он назывался лаш-юба. Это столб, который возвращал чего... Человек, когда засыпал, когда спит, он практически уходит по теории, вот, по легендам нашего народа, уходит в ту сторону, измерения. Туда, где предки у него. И почему многие удивляются, почему человек умирает ночью или заболевает ночью? А потому что вот этот столб, он или пускает обратно, или не пускает. Человек утром просыпается, значит, все нормально. И вот при общении с предками там тебе вкладываются все в голову, ихние вот просьбы, это ихние определенные пожелания. Вот я себе, вот у меня столб памяти предков стоит, моих деревни Сюльскеры, очень достойных людей, предков Сувар и Булгар, и я общаюсь с ними. Это практически... И это живой элемент оно, здесь? Понимаешь, оно, как тебе сказать, живое? Оно отдает тепло, и в то же время, понимаешь, оно в голову вкладывает вот эти идеи, которые чем нам должен заниматься. Особенно вот сейчас. Мне некоторые говорят, что ты стал, Николаев, ненормальным. Может быть. Но я себя считаю нормальным. Из-за этого я этим занимаюсь. Это очень дорогое удовольствие. Практически, может, и не надо говорить, но я, чтобы покупать серебро, вот эти монеты, все вот это всевозможные, вот этот проект, я уже продал квартиру. И спасибо жене, что она так это не возможно. Но была там у нас возможность. И вот сейчас опять заканчивается. Но она говорит, как, что ты будешь делать? Я говорю, буду продавать определенную свою коллекцию. Но я этот проект, который просто вложил себя в голову, который мне заставили предки делать, я все равно доделаю. Все равно я решу этого, все равно я сделаю все. Но очень много надо еще, потому что я еще не сделал женские головные уборы, хушпу всевозможные, а там в основном серебро. Там, если я начал с тухьи, с самого сложного, там очень много бисера. А бисер это очень, очень сложный процесс, вот правильно сделать бисер, чтобы он был аккуратный. То вот там в основном бисера меньше, там в основном монеты. И в основном серебро. Ничего, я думаю, как-нибудь. Хотя, откровенно сказать, это все по большому счету, вроде бы маленький пласт, что такого на уровне государства женские украшения? Вроде ерунда. Но для меня это очень большое. Вот это, я, понимаешь, всю жизнь занимаюсь вот этим украшениями всевозможными. И для меня вот это... это целая область. Да, целая область. И восстановить его, это для меня сейчас ведущее, самое большое, самое главное, радостное для меня очень занятие. Просто мне в кайф этим заниматься. Просто очень тяжело, но я с удовольствием это делаю. И действительно получается, есть очень, очень достойные вещи сейчас получаются. И, Владислав, я знаю, что вы не говоривший на чувашском языке, но понимающий этот язык. Да, я же сейчас в получувашской деревне вырос. Да, пытаетесь на бытовом уровне все-таки говорить по-чувашски. Хотя вам трудно говорить и выражать мысли свои на чувашском. Пока еще. Как? Да, хочу, конечно. Дело в том, что я к этому как-то относился тоже, как так все. Вырос. Я, конечно, вырос в деревне, но с 59-го года в городе, и мы к чувашскому языку как-то относились так. А почему люди так относятся как-то с пренебрежением? Потому что у нас нету правильной политики как-то объяснения исторических
У нас все силовым методом хотят заставить. А почему я пришел к этому пониманию? Я когда начал изучать историю народа, историю, все, откуда мы пришли, откуда что, я прочитал доклад академика Мара, который знал больше 100 языков, который... Я в 26-м году приехал специально в Чувашию, прочитал этот доклад. Он доказал, что чувашский язык в Поволжье – это один из наиболее сохранившихся с древних времен языков. Это один из таких языков, откуда произошли многие просто ответвления языков. Это блестящий ученый, это супер вообще был в свое время академик еще с царских времен. Ну, я понимаю, что вас и после этого интересует... и после этого я осознал, что это за язык. И сейчас я просто его так... Я всех друзей заставляю, вы при мне говорите по-чувашски, я буду как-то мне... Впитывать. Да, впитывать. Я Колю болтаю, говорю, Коля, давай со мной разговаривай по-чувашски. Ну, по-суварски, я считаю. Все-таки это древний суварский язык. Сейчас суваро-чувашский, я его называю. Я слышала, что вы не согласны с тем, что чувашский язык относится к тюркской группе языков, как принято у нас. У нас к тюркской группе абсолютно не имеет отношения наш народ. Мы около хазар были, мы же не хазары, около тюрков были, мы тоже не тюрки. Дело в том, что мы... Тюрки, они между собой друг друга. Татары турков понимают. Мы же не понимаем их язык. И они нас не понимают. И все ученые Германии, Финляндии, Франции, они говорят, чуваши это не тюрки, которые занимаются языковами. Политика партии в свое время, вот как нас привязала, и вот еще и в царской России, что мы тюрки. Нас кем только не называли после времен Ивана. И горными черемисами, и татарами, кем только не называли. Ну и продолжают еще называть кем. А на самом деле, все же, мы сувары, я считаю, что. Вы гордо произносите это слово. Да, я гордо. Я перевожу это достойный человек. Человек должен быть достойным, и вести себя достойно. Если мы будем каждый на своем уровне называть себя сувар и быть достойным на своей области, то это... А это говорит о чем? Человек должен иметь кодекс определенный, как вот у нас написано сейчас кодекс, не воровать, не обманывать, взятки не брать. Это очень сложно. Это то же самое практически, как в Библии написано. Человек должен нести крест в себе, не на себе, а в себе. На себе это украшение, а в себе нести. Также и суварство должен человек нести в себе. А это кодекс определенных достоинств и определенных обязательств. Да. Это как в советское время кодекс строителя коммунизма был. Также это почти человек сувар должен себе нести. Тогда мы не будем себя считать ущербными какими-нибудь, потому что у нас до такой степени наш народ, у нас же после всевозможных татаро-монгольских, нас 1/5 населения-то нашего осталось, и у нас выработался кодекс какой-то такой ущербности какой-то, нас забили просто. До Ивана Грозного нашествие татаро-монгол, это исторически, они уничтожали наш народ страшно. Вообще, я имею в виду булгарский период, когда грабили, уничтожили же богатей, это было богатейшее государство. И практически татаро-монголы его сравняли с землей. Они не сразу же, на второй раз только смогли завоевать. И практически все стены, камень, то, что было в Волгу сравняли полностью с землей. А после татаро-монгол нас уже добивали русичи. Также практически грабили, убивали. Это исторически все справки, они в летописях все записаны. И после этого практически наши предки ушли в леса. Это практически это мой родной Цивильский уезд, где я предок булгар. Приходит понимание с возрастом. Да. По молодости нету интереса, голова забита другим абсолютно по молодости. Это уже приходит понимание с возрастом. А, наверное, не только понимание, оно все-таки у нас, нашего народа,
очень сильные традиции памяти предков. И все же нам помогают они и направляют на путь истины.